Здравствуйте! На канале Абхазского телевидения информационный выпуск Амшейкшара. Сегодня, 30 сентября, наша страна отмечает День Победы и независимости Республики Абхазия. 24 года назад, 30 сентября 1993 года, ценой неимоверных усилий, ценой жизни тысяч сыновей и дочерей Апсны, наш народ во главе с великим Владиславом Ардзинба одержал победу в кровопролитной войне, длившейся долгих 413 дней и ночей. Наша многострадальная Абхазия стала свободным, независимым государством, о чем мечтали многие поколения абхазского народа. Поздравляем вас с праздником Победы, дорогие друзья! День Победы отмечали по всей стране. В столице, по традиции, все мероприятия ко Дню Победы начинаются с возложения цветов к могиле первого президента Абхазии Владислава Ардзинба в селе Нижняя Шера. Почтить память основателя современного абхазского государства, чье имя неразрывно связано с победой нашего народа в Отечественной войне, пришли президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба, все руководство страны, ветераны, общественность, школьники. Ни один праздник в нашей стране не обходится без посещения могилы первого президента и главнокомандующего Владислава Ардзинба. И это не просто дань традиции. Жители Абхазии идут сюда, в Эшеру, чтобы поклониться памяти человека, который определил новейшую историю нашего государства и возглавил освободительное движение абхазского народа. Лидера, с которым Абхазия ценой тысяч жизней завоевала победу и стала независимым государством. По дороге к мемориалу Владислава Ардзинба с самого утра тянется вереница людей с венками. Первым цветы возложил президент Рауль Хаджимба. Сюда приходят люди разных возрастов, ветераны, чтобы еще раз почтить память полководца, под руководством которого они 24 года назад принесли Абхазии великую победу. Что для меня День Победы? Для меня День Победы – это Владислав Ардзинба об этом много мечтал. В начале войны мы были вместе, здесь пришли. Его мечта была получить победу. Осуществление его мечты, я считаю, что это самый большой праздник для меня. Именно с этим у меня ассоциируется День Победы, 30 сентября. Имя Владислава Ардзинба у меня ассоциируется со всей Абхазией. И вся Абхазия у меня ассоциируется с именем Владислава Ардзинба. Такого человека не будет больше. Это был единственный, который с ногтя пальца ног и до самой верхушки он был полностью отдан Абхазии. Это была его жизнь, Абхазии. Кстати, я его и по сегодняшний день признаю своим президентом. И горжусь этим. Для меня это горечь, память погибших. Я их всегда в этот день поминаю. Вспоминаю о тех, кто остались в живые, умершие после войны, от ран, от боли. Но прежде всего, День Победы – это, конечно, большой, великий праздник для народа Абхазии, нас, добровольцев, и Северного Кавказа включая. Но прежде всего, это день траура, день памяти наших друзей погибших. 30 сентября – самый знаковый день в новейшей истории Абхазии. И, конечно, этот день мы вспоминаем их в лицах. То есть для меня это не просто абстрактный праздник нашей победы, где мы помним каждого в отдельности, каким он человеком был, как он рос, как учился, что любил и при каких обстоятельствах он погиб, как мы эту новость, весть доносили до родителей. Вот вся эта боль и переживания мы 30 сентября обратно пропускаем через себя, где я ловлю себя на мысли, что погибнув я тогда, у меня бы не родились 3 ребятишек, которым я сегодня дал жизнь. Это значит, сколько не создавшихся семей, сколько не родившихся детей и сколько, как много потерял наш народ на очередном витке противостояния. Мы сегодня вспоминаем
наших героев в лицах, начиная от командующих до рядовых. Вот ровно тех ребят, из которых была соткана эта победа. Каждый раз, когда в моей жизни происходят какие-то перемены или какие-то движения, так как я ушел там добровольцем или еще что-то, большим действующим фактором это именно этот праздник, когда я прихожу, вижу наших ветеранов, я вижу, с каким почтением сюда приходят дети, и вот я на этом рос, и это мой жизненный путь, этот День Победы, и я надеюсь, что мои дети также будут мыслить, думать и жить. Сотни цветов и венков легли сегодня к подножию мемориала. От ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, делегаций добровольцев Северного Кавказа, Юга России, Чечни, Приднестровской Молдавской Республики, Южной Осетии. Нисфаршба Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение. В Сухуме в Парке Славы состоялась церемония возложения венков и цветов к мемориалу погибшим воинам, защитникам Отечества. В церемонии приняли участие матери погибших воинов, ветераны, президент Рауль Хаджимба, президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский, представители зарубежных делегаций. В Парке Славы состоялась торжественная церемония открытия памятников прославленным абхазским военачальникам Султану Сосналиеву и Сергею Дбар. 30 сентября – День независимости и победы в Отечественной войне народа Абхазии. Самый главный праздник свободной Апсны. И, конечно же, нескончаемым потоком многонациональный народ республики, а также представители Приднестровской, Южно-Осетинской, Сирийской делегаций, ветераны-добровольцы, участники Отечественной войны, приехавшие в Абхазию, чтобы вместе с нами отметить этот самый важный для нашего народа праздник, идут сюда, в Парк Славы, чтобы поклониться воинам-победителям, павшим за Отечество. В День независимости и победы здесь же, в Парке Славы, состоялась церемония открытия памятников прославленным абхазским полководцам, героям Абхазии, генералам Султану Сосналиеву и Сергею Дбар. Сегодня мы открываем обелиски, памятники героям Отечественной войны народа Абхазии, символом нашей победы. Первому министру обороны Республики Абхазия, генерал-лейтенанту Султану Асланбековичу Сосналиеву, который одним из первых добровольцев стал на защиту Апсны. Генерал-лейтенанту Сергею Платоновичу Дбар, военачальнику советской и абхазской армии, сыну абхазского народа. На открытии бюстов также присутствовали брат и супруга Султана Сосналиева и родные и близкие Сергея Платоновича Дбар. Сегодня здесь увековечивают память достойных сыновей Сергея Платоновича Дбар и нашего брата Султана. Дай Бог, как у нас говорят, Царство Небесное этим достойным представителям своих народов. Пусть они олицетворяют доблесть и мужество всего народа. Да здравствует Абхазия, да здравствует мир. От всей души поздравляю всех вас с Днем Победы. Эти бюсты и весь этот мемориал являются просто символом того, что они сделали во имя этой победы. А памятником я считаю то, что они оставили нам, свободную Абхазию, для того, чтобы мы создали независимое государство от кого-либо. Два боевых офицера, два брата по духу, как и в дни тяжелейших испытаний, стоят бок о бок среди своих солдат в вечном карауле со своим бессмертным полком. От имени фамилии Дбар и семьи Сергея Платоновича разрешите поблагодарить всех, кто бережно хранит память о нем и заботится об увековечении памяти наших героев.
Во время Отечественной войны народа Абхазии султан Сосналиев и Сергей Дбар были для бойцов примером мужества и героизма. Они вместе шли в бой, всегда находились на передовой, переживая за каждого погибшего и раненого. И сегодня их бюсты заняли достойное место среди погибших солдат и воинов, сражавшихся под их началом. Ирина Аршева, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. В нашей стране уже становится традицией участие бессмертного полка в мероприятиях в День Победы и независимости Абхазии. Бессмертный полк – это те, кто не дожил до долгожданной победы. Те, кто ценой своей жизни приблизил самый главный праздник Апсны. В этом году акция прошла по всей стране, во всех городах, селах, поселках. Тысячи людей вышли на улицу с фотографией погибшего сына, брата, отца, сестры, матери. В Сухуми к акции присоединился президент Рауль Хаджимба. Рядом с ним шел президент Приднестровья Вадим Красносельский с фотографией Романа Радковского, добровольца из Приднестровья, погибшего во время Отечественной войны и похороненного на нашей земле. Нескончаемая колонна людей – это более чем красноречивое свидетельство цены победы, которую заплатила Абхазия за сегодняшнюю свободу 24 года назад. Бессмертный полк собирает тысячи людей, и уже можно говорить о том, что эта акция становится всенародной в истинном смысле этого слова. Редко, когда удается наблюдать рождение традиций, но сейчас буквально на наших глазах празднование Дня Победы не просто получает новую форму, но и обретает совсем новое, важное для страны значение. Бессмертный полк – это не просто акция, это дань памяти всем погибшим. Сегодня все эти герои пройдут вместе с нами этот путь, потому что они живы, пока жива наша память. Уже традиционно в акции «Апсат Йылсхакустас» принимают участие представители всех поколений – молодежь, дети, взрослые. Гордо и с достоинством они держали портреты погибших. Подвиг наших предков должен жить в нашей памяти. Мы не должны забывать людей, которые боролись за мир, говорят они. Да, это Джелия Беслан Севарнович, это мой дедушка. А где он погиб, что-нибудь ты знаешь? Он погиб в Шромах. Это мой дядя Авидян Сурен Вартанович. Он пропал без вести, и спустя 20 лет нам удалось его найти и перехоронить на кладбище. Он воевал на мартовском наступлении, погиб тоже там. В каждой семье есть свой герой, которому мы говорим спасибо. Они всегда будут жить в наших сердцах, пока мы бережно храним фронтовые истории и фотографии, как память о них. Здесь все мои близкие. Это моей сестре Мзибе, внуки. У нее умер муж Инапшпа Борис. Он погиб в мартовском наступлении. Здесь фотография Зандаря Игоря Николаевича. Он погиб в Тамышском направлении в октябре. Вот его внуки, еще один мальчик. Здесь еще мой брат. Мой брат погиб в аварии после войны, но он принимал активное участие в Гальском направлении, когда после войны зачистки были. Все дети чтят память дедов, они знают, что они погибли за родину, за них, и они всегда принимают участие в таких мероприятиях. Все говорят дедушкам что? Спасибо деду за победу. Праздник радости и печали. Улицы столицы полны людей, которые, глядя на эти портреты, не могли сдержать слез. Участники войны вспоминали погибших. Сегодня им довелось увидеть здесь фотографию многих своих товарищей. Родной брат Вячеслава Абухба погиб, защищая родину. Он мог бы сделать многое, но не успел. Зато сделал самое важное. Завоевал свободу Апсны, считает Вячеслав. Мой брат Лёва Абухба, не задумываясь, с первых же дней взял оружие и встал на защиту Абхазии. Вначале они защищали город, Красный мост, железнодорожный вокзал, потом дислоцировались в Вишера, и был первый приказ командования на штурм Гагры, это еще до освобождения за месяц. И вот они на БМП вчетвером ехали и погибли, да, мой брат, на 10-й день войны, да, 24 августа. Да. Ему было 48 лет. Вот двое детей, они здесь рядом находятся.
дети, да. Ну вот, он работал в торгово-промышленной палате, был начальником одного из отделов, работал в нескольких зарубежных странах. Вот такой человек был, спортсмен, мастер спорта по боксу. Около 3000 человек гордо несли портреты своих родственников и тех, кого не знали вовсе. Ведь День Победы должны встретить всех, кто причастен к этой знаменательной дате, хоть и не дожил до нее. Моего сына. Он погиб 4 июля 1993 года в горах Абьюх, на вертолете наверху. Вы каждый год приезжаете? Каждый год я приезжаю, потому что нас приглашают, мы приезжаем. Приезжаем. Спасибо правительству Абхазии за то, что нас не забывают. Награжден орден Леона. Полк прошел вдоль набережной Махаджиров. Далее участники шествия свернули на улицу Айтгылара. Остановившись у музея боевой славы, участники акции возложили цветы к памятнику погибшим в Отечественной войне народа Абхазии. К шествию бессмертного полка присоединился президент Рауль Хаджимба. Участие в акции приняли и представители руководства страны. Колесо истории словно повернулось вспять. Бессмертный полк прошел по городу вместе с живущими ныне, ради которых воевал. И напомнил всему миру: мы победили. Надо чтить своих героев. Вот что самое главное. Это делается и в Приднестровье, это делается в Абхазии, это делается и в иных независимых государствах. Это очень правильно. Кто не помнит своего прошлого, не имеет права на будущее. Не надо жить прошлым, надо его помнить и чтить. Поэтому сегодняшнее мероприятие – это дань павшим. Именно дань, которую люди принесли своей жертвенностью и положили на алтарь Отечества самое ценное – свою жизнь. При этом отстояв независимость своего народа, своего государства. Поэтому сегодняшнее мероприятие, как я уже сказал, дан памяти тем, кто не дожил до сегодняшнего дня. За последние почти уже четверть века все знаковые события абхазского народа происходят на площади Свободы. Вот почему конечный пункт бессмертного полка именно здесь. Этот День Победы будет всегда, и через 10, и через 20, и через 100 лет, пока мы помним и бережно храним в своих сердцах всех тех, кто дал свободу и независимость нашей Апсны. Рината Шакай, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. В Гудауте на территории российской военной базы Южного военного округа в торжественной обстановке открыт памятник герою Абхазии, герою России, гвардии, старшему сержанту Виталию Вольфу, погибшему при исполнении воинского долга в ходе миротворческой миссии в Абхазии. Доблесть, отвага, честь и мужество. Они присущи настоящим мужчинам. Во время смертельной опасности 21-летний российский военнослужащий Виталий Вольф, будучи раненым, сумел вызвать подмогу, тем самым предотвратить большую беду ценой собственной жизни. Спустя 24 года в Гудауте герою Абхазии и герою России Виталию Вольфу открывают памятный обелиск. На торжественном открытии памятника Виталия Вольфа присутствовали более 300 военнослужащих 7-й российской военной базы, ветераны войны, близкие и родные погибшего. Военный оркестр исполнил гимн Абхазии и России. Затем рота почетного караула дала залп из орудий. А уже после состоялось торжественное открытие памятника. Виталий Вольф родился в семье служащих. По национальности он немец. В 1990 году был призван в армию. Служил в воздушно-десантных войсках в учебном центре в Литве. Затем бойцу довелось попасть в знаменитый 345-й гвардейский отдельный парашютно-десантный полк. В августе 1992 года полк был переброшен в Абхазию для обеспечения безопасной эвакуации российских граждан из зоны конфликта и охраны важных военных объектов. Среди таких объектов была сейсмологическая лаборатория в Нижней Эшере. 27 марта в 1993 году лаборатория подверглась минометному обстрелу со стороны грузинских гвардейцев. В результате линия связи была повреждена. Возникла реальная угроза жизни десантников, находившихся на объекте. Несмотря на осколочное ранение в голову, Виталию Вольфу удалось восстановить связь с российской оперативной группой ВДВ в Гудауте. Вызванные по восстановленной связи вертолеты нанесли удар по позициям противника. Но сам Виталий Вольф скончался от полученных ран. С таких бойцов мы все, и генералы, и рядовые, должны брать пример, как надо любить свою родину,
уметь ее защищать и ничего для этого не жалеть. Похоронен Виталий Вольф в родном городе Яровое Алтайского края. За совершенный подвиг и героизм он был посмертно удостоен звания Героя Абхазии и Героя России. Ту задачу, которую он выполнил, очевидно, цены ниже нельзя было уплатить. Поэтому я еще раз поздравляю весь абхазский народ и нас, россиян, с вашей великой победой. Я очень рад, что существуют те же взаимоотношения, что существовали в Советском Союзе, когда народы были братскими, и другого слова никогда не произносилось. Огромное спасибо за обелиск, за память сына. Всех вам благ и семейного благополучия. От имени президента Рауля Хаджимба Леонид Завшба поздравил всех присутствующих с праздником Победы. Разрешите мне от имени президента Республики Абхазия Рауля Джумковича Хаджимба поприветствовать и поблагодарить, поздравить в первую очередь с сегодняшним великим праздником, Днем Победы, пожелать вам всем, близким, родным, удачи, благополучия в вашем нелегком труде. Участники митинга возложили цветы к мемориалу Героя Абхазии и Героя России Виталия Вольфа. Затем военнослужащие 7-й российской военной базы прошли торжественным маршем. Алика Трапш, Беслан Хинджерия, Абхазское телевидение. Торжественные мероприятия 30 сентября завершились праздничным салютом в Сухуми на набережной Махаджиров. Продолжаем выпуск. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба с Днем Победы. Этот праздник олицетворяет мужество и храбрость народа вашей страны, отстоявшего в нелегкой борьбе свое законное право на свободу и мирную жизнь. С удовлетворением отмечаю динамичное развитие российско-абхазских отношений, основывающихся на принципах союзничества и стратегического партнерства. Хотел бы подтвердить, что Россия и далее будет оказывать содействие дружественной Абхазии в решении актуальных задач государственного строительства и в обеспечении национальной безопасности, отметил в частности Владимир Путин в своем поздравлении. Президент Республики Арцах Бако Саакян поздравил президента Рауля Хаджимба. У наших народов и стран много общего. На нашем историческом пути нам не раз приходилось сталкиваться с серьезными вызовами. Но благодаря мужеству, патриотизму, трудолюбию, непоколебимой вере и оптимизму наших народов мы успешно преодолевали и продолжаем преодолевать все эти трудности, укреплять и развивать наши страны, отметил Бако Саакян. Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов поздравил президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба с Днем Победы. День 30 сентября 1993 года стал воплощением героизма, стойкости и единства народа Абхазии, который в кровопролитной войне ценой жизни многих своих славных сынов и дочерей освободил родную землю от врага, отстоял право на свободную и мирную жизнь, на достойное и светлое будущее своих детей, отметил Анатолий Бибилов. В течение дня на имя президента Абхазии Рауля Хаджимба поступали поздравительные телеграммы с Днем Победы. Главу республики и народ Абхазии поздравили начальник пограничного управления ФСБ России в Абхазии Дмитрий Юдин, губернатор Орловской области Вадим Потомский, общественное объединение «Союз граждан России», глава администрации города Луганска Луганской Народной Республики Манолис Пилавов. Поздравительная телеграмма в адрес спикера Народного собрания Абхазии Валерия Кварчия пришла от председателя Госдумы России Вячеслава Володина. Этот праздник олицетворяет мужество и стойкость абхазского народа, отстоявшего свое право жить в свободном и независимом государстве, говорится в тексте поздравления. Ветеранская организация АРУА поздравила народ Абхазии с Днем Победы. Каждый год в этот день мы с благодарностью вспоминаем о великом подвиге и о бескорыстной любви к родине, говорится в заявлении АРУА.
Праздничные мероприятия, посвященные 24-й годовщине Дня Победы и независимости Абхазии, будут продолжены. В их числе и конные соревнования, которые состоятся в воскресенье 1 октября на Бзыбском ипподроме. Ну а сейчас информация о погоде. По сообщениям синоптиков, завтра в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 17-19, днем 25-27 тепла. Температура моря плюс 24. На этом наш выпуск завершен. Еще раз с Днем Победы и всего доброго.